Как появилась республиканская филармония, каким было прошлое, а теперь настоящее старейшей газеты в регионе «Красного знамени». И в каком году президиум ВЦИК постановил каменно-угольной промышленности в Коми быть. Виктория Денисова подготовила свежую порцию фактов о республике к ее столетию. Духовой и симфонический оркестр, цирковая и концертная бригады, национальный ансамбль песни и пляски, ныне Асьякыя. Всего 118 человек. Таким был коллектив только-только появившейся Коми республиканской филармонии. Дело было в сентябре 1941-го. Правда, тогда же ее нарекли концертно-эстрадным бюро. Лучшие образцы отечественной и мировой культуры, произведения Коми авторов и народное творчество – все это можно увидеть на сцене учреждения и по сей день. Бытует мнение, что народное искусство канонизировано, раз и навсегда установилось, и всякое вмешательство в традиции считается кощунством. Мы считаем, что народное искусство – это основа, на которой обязан творить художник любого жанра. Становление столичной филармонии пришлось на военные годы. Именно в 40-х заложили основы национального репертуара. Спустя десятилетия первые гастроли за пределы Коми, а там и выпуск первых грамм-пластинок наших солистов и коллективов. Немного погодя, учреждение реорганизовали. Тогда и появилась Коми республиканская филармония. Год шел 56-й. Почему вы, ромашки, не спите? Не смыкая глаза, все глядите. В Коми крае, богатом цветами, к вам иду я, склоняюсь над вами. Ах, ромашки, ромашки. Тем не менее, годы шли, а собственного здания у филармонии не было. Она соседствовала с театром драмы. Все изменилось в 1975-м. Именно тогда, близ Сыктывкарской площади, появилось новое строение. Ну а современный вид, такой, каким мы видим его сейчас, филармония приобрела в нулевых. 1931 год. Президиум ВЦИК постановил каменно-угольной промышленности в Коми быть. Такой вот толчок к освоению Печорского бассейна. Год спустя по правому берегу реки Воркута уже красовалась первая шахта. Все в основном силами заключенных, конечно же. Уголь добывали вручную, без электроэнергии и механизации. Тем не менее, только за первый год шахта принесла стране более 33 тысяч тонн угля. Произносишь Воркута, и встают рядом в памяти слова «Заполярье», «Уголь», «Мужество». Первооткрывателем месторождения по праву считается Георгий Чернов. Геолог изучил состав пород, а их здесь целый спектр – коксовые, газовые, бурые. Позже именно воркутинский уголь станет главным топливом для северной части страны. За 25 лет одна только шахта принесла 5 миллионов тонн угля. «Красное знамя». Такое название носит старейшее в Коми печатное издание. Его первый выпуск вышел в свет 18 мая 1955 года. Сейчас газете 66. Ее история – это летопись республики, без сомнения, память минувших лет. На страницах становление промышленности региона, рост городов, развитие культуры. В те времена особенно радовала читателей критика. Очень ждали читатели позитивной, конструктивной, профессиональные критики. И эта критика, тут же на эту критику реагировали партийные комитеты, партийные органы. У нас был в республике единственный настоящий фельетонист – Анатолий Иванович Смирнов. И я еще должен вспомнить фамилии других хороших профессиональных журналистов. Людмила Федоровна Зыль, Виктор Иванович Демидов, Геннадий Михайлович Турьев, Виктор Макаров. «Красное знамя» выходило ежедневно и пользовалось большим спросом. У него была целая армия рабочих и сельских корреспондентов. В 1968-м издание даже наградили орденом «Знак почета», что говорит о высокой оценке труда его создателей. Увы, в 2014-м газета полностью перешла в электронный формат. Сегодня «Красное знамя» – это информационно-аналитический сайт. Тут ежедневно выпускают новости, комментарии, авторские колонки и интервью. Пожалуй, именно здесь же мы можем найти самый большой в республике архив фотоальбомов.